Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. После затянувшейся зимы в Крыму наконец-то наступила весна. Скоро полуостров укроется пышным ковром цветущих садов. Горные склоны еще не зазеленели, и местами среди них можно видеть отдельные вспышки белого или розового. Это начинают цвести чаиры, лесные сады. Горные долины юго-западного Крыма необычайно живописны и полны удивительных исторических памятников. Сегодня наша первая прогулка в этот край, и начнется она с села Кокос, Соколиное, Бахчисарайского района. Татары Кокоза, писал в 1793 году исследователь Крыма Петр Симон Паллас, очень состоятельны, занимаясь торговлей лесом, спускаемым ими с ужасно крутых гор. Живут они, продолжает свое описание Паллас, в хороших чистых домах и имеют прекрасно устроенные сады. Далее путешественник добавляет, что в его время Кокос считался одним из самых больших сел на всем полуострове. Даже сейчас, когда Крым неузнаваемо изменился по сравнению с концом XVIII века, прогулка по улицам старого Кокоза может во многом подтвердить такое впечатление. В Крыму уцелело не так-то много настоящих старинных крымско-татарских домов. И лучшее место, где их до сих пор можно увидеть, это горные села под Бахчисараем, в том числе и Кокос. Некоторые из этих зданий полуразрушены, другие перестроены до неузнаваемости, но третьи порой представляют собой настоящие памятники сельской архитектуры. В Кокозе сразу привлекает внимание большой и красивый дом. Он заметно отличается от прочих старинных построек и своей величиной, и затейливостью формы, но в то же время имеет и много общих с ними черт, таких как широкие карнизы крыш, небольшие окна, деревянные веранды. Что это за здание? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся сперва с его хозяевами. До середины 17 века между реками Дон и Урал лежали владения Большой Ногайской Орды. Этим степным государством правила династия Беев, потомков знаменитого Эдиге. Из этой династии происходил и Юсуф-бей, правитель Ногайской Орды в 1550-х годах. Юсуф-бей имел многочисленное потомство. Наиболее прославилась его дочь Сююмбике. Она была замужем за казанским ханом крымского происхождения Сафой Гираем,
После его гибели сама стала правительницей Казанского ханства при своем малолетнем сыне Отомише-Герае, а накануне взятия Казани Иваном Грозным попала в русский плен и умерла там. Сын Юсуфбея, Иль-Мирза, напротив, сумел подружиться с Москвой. Он поступил на службу к царю, его потомки обрусели, приняли православие и влились в ряды высшей русской знати под фамилией Юсуповых. К началу XX века князья Юсуповы были самыми богатыми во всей Российской империи, уступая лишь царской фамилии. Род Юсуповых имел такое значение, что когда его единственной наследницей осталась женщина, княгиня Зинаида Николаевна, царь разрешил, чтобы ее муж, происходивший из менее знатного семейства, взял фамилию и титул жены, лишь бы знатный род не прервался. Эта княгиня, дальняя прапраправнучка Эдиге и Юсуфбея, и стала первой хозяйкой большого дома в Коккозе. В 1908 году она выкупила старую усадьбу у местного помещика Алибея Булгакова и приказала выстроить здесь, как она выразилась, нечто в татарском вкусе. За работу взялся известный архитектор Николай Краснов. Он хорошо представлял себе, что означает татарский вкус, ведь до того он несколько лет проработал в Бахчисарайском ханском дворце, где изучал приемы ханской архитектуры. Их он и использовал при строительстве. Через 2 года дом был готов. И когда княгиня женила своего сына Феликса на царской племяннице Ирине, она преподнесла этот дом невестке как свадебный подарок. Через много лет, уже после революции, в эмиграции, князь Феликс Юсупов вспоминал об этом так. Наше коккозское имение, коккоз по-татарски «голубой глаз», располагалось в долине близ татарской деревушки с белеными домами, с плоскими крышами-террасами. Красивейшие были места, особенно весной, когда цвели вишни и яблони. Прежняя усадьба пришла в упадок, и матушка на месте ее выстроила новый дом в татарском вкусе. Задумали, правда, просто охотничий домик, а воздвигли дворец наподобие Бахчисарайского. Получилось великолепие. Дом был бел, на крыше черепица с древней зеленой глазурью. Вокруг дома фруктовый сад, бурливая речка прямо под окнами. С балкона можно ловить форель. Дом действительно был роскошен. Даже спустя 100 лет, после того, как в этих стенах сменили друг друга сельсовет, нацистская комендатура, опять сельсовет, турбаза, школа и интернат, на его потолках все никак не отцветут следы изысканных росписей. Этот дом был очень и очень богато украшен. А еще здесь хранился большой гардероб одежды в восточном стиле. И гости выходили по вечерам к ужину в нарядах пашей, султанов, визирей. Юсуповы просто-таки купались в роскоши, обладая, помимо имения в Коккозе, имениями под Москвой и под Белгородом, дворцом в Кариизе, 2 дворцами в Петербурге и прочими несметными сокровищами. По замыслу Краснова в украшениях дворца многократно обыгрывалось крымско-татарское название села – Коккоз – голубой глаз. Изображение голубого ока встречалось здесь на витражах и стенных росписях и на фонтане в
наружности. Здесь архитектор вновь проявил свое близкое знакомство с крымско-татарской культурой. Ведь глазом, коз, в крымско-татарском языке можно назвать и родник. Да и само слово «чешме» – источник – пришло в Крым из персидского языка, в котором тоже означает не что иное, как глаз. Эта нехитрая роспись появилась на стене лишь недавно, а оригинальный, изначальный фонтан, построенный Красновым из глазированной плитки, мы, к сожалению, уже не увидим. Покинув двор Юсуповского дома, мы сразу увидим еще один фонтан, из которого мог набрать воды не только знатный гость княжеского имения, но и любой простой прохожий. А напротив, на другом берегу реки, возвышается просторная мечеть, украшенная арабскими надписями по стенам и по балкончику минарета. Она тоже была построена на средства Юсуповых. И хотя их род уже 300 лет не был мусульманским, все же они решили сделать столь щедрый подарок жителям Коккоза. Возможно, замысел о сооружении общественного фонтана и мечети для жителей села Юсуповым подсказал пример другого знатного семейства, проживавшего здесь, в Коккозе – Булгаковых. Предки Булгаковых когда-то прибыли в Крым из Турции. В отличие от Юсуповых, они не меняли своей прежней веры и были менее знатны и богаты. Их дом с широкой верандой на колоннах, стоявший чуть выше по склону, был не столь пышен, как Юсуповский дворец, но вполне уютен и удобен. Булгаковы издавна были владельцами здешних земель и содержали в селе постоялый двор для торговцев, что направлялись через горы на южный берег. В 1883 году Али бей Булгаков выстроил неподалеку от своего постоялого двора фонтан для общего блага, как о том говорит высеченная в камне надпись. Это было в духе давних традиций крымско-татарской знати – ханов, беев, мирс, среди которых было принято жертвовать средства на возведение различных общественных построек и тем самым увековечивать память о себе. Еще более впечатляющим памятником Алибею стала сооруженная на его средства мечеть. Булгаковская мечеть примерно на четверть века старше Юсуповской и очень похожа на нее, хотя и несколько меньше по размеру и попроще украшена. Возможно, Юсуповы, сооружая свою мечеть, брали пример с этой, желая показать жителям Коккоза, что они ничуть не менее щедры, чем Булгаковы, и что они могут подарить селу и фонтан, и мечеть. Действительно ли два знатных рода соперничали между собой в благотворительности или нет? Но, так или иначе, в Коккозе по сей день существуют два красивых дворянских дома, две мечети и два фонтана, построенные двумя разными семьями. Одной, которая жила здесь издавна, и второй, которая появилась тут позже и обладала достаточными средствами, чтобы реализовать любые свои фантазии. История Коккоза подает пример того, как два богатых семейства с умом использовали свои средства и украсили село. Во что превратило их наследие советская эпоха, можно видеть и без пояснений. Что оставит будущему наше время? Разрушенные или уродливо перелицованные под евроремонт старинные дома или нечто достойное, чем будут восхищаться люди, которые пройдут по этим улицам через 100 лет после нас?
тщательно отремонтированное здание Юсуповской мечети и реставрационные леса у стен Булгаковской вроде бы позволяют надеяться на лучшее. С другой стороны, известно, что недавно крымскими властями было принято решение, которое позволит передачу Юсуповского дворца из государственной собственности в частную. Как это отразится на памятнике? Я считаю, что в этом здании место не дачи, не гостинице и не ресторану, а музею. Музею, в котором можно будет рассказать и о Юсуповых, и о Булгаковых, и о традициях жителей этого древнего села, и о многом другом, что не вместилось в рамки нашей сегодняшней краткой прогулки.